Первым дирижером у нас был Каплун Владимирский Владимир Михайлович, который был у Натальи Альбертовны, все время я его видела, вот, с которым я работала. И я написала о нем в книжке своей, по-моему, интересно и так образно, но хотела добавить. Вот он создал первый симфонический оркестр здесь у нас в республике, находясь в лагере в Ухте. Просидел здесь, он вышел на свободу, ему было за 60 лет. И он остался у нас здесь, и он работал до конца, он умер в 96. Вот сейчас вот я могилу его тоже нашла, вот, рядышком, оказывается, там все артисты и знаменитости наши как-то в одном месте похоронены. Он собрал сюда оркестр, здесь был очень хороший оркестр и хороший театр, потому что выдающиеся певцы здесь начинали это. Потом они рассеялись, когда их стали освобождать, они уходили, потом уже новые приходили силы, да, молодые. Но сначала это была мощь, а не театр. В оркестре играли скрипачи Большого театра, кларнетист Большого театра. Просто сейчас забыла фамилию, мне Владимир Николаевич рассказывал об этом. И это все собрал Владимир Михайлович Каплун Владимирский. И вот премьера. Приезжает сюда некий Чайковский, он был главным по всем музыкальным театрам страны. Открывается в республике театр, он приезжает сюда. И вдруг обнаруживает, так сказать, какой-то старенький человек, который сидел 17 лет в республике, он будет дирижировать открывающимся театром? Конечно, нет, сказал он. Я сам буду дирижировать. И вот на эту премьерную спектакль Каплуна убрали. Состоялась премьера. Вы представляете состояние человека, да, которого отстранили? Сидевшего, создавшего и там, и здесь. И его отстранили сейчас от первого спектакля. После окончания спектакля, должен быть банкет, естественно, все пошли на банкет, а оркестр, как сказал Владимир Николаевич, он ведь там был вместе, а мы, говорит, все встали и пошли к Каплуну. И всю ночь там, а он плакал.